Салам алейкум, подписчики. Вчера я была это в магазине, за покупками ходила. И это продавец, она как это перепутала это мой пакет, который я принесла из дома, и она считала еще пакет новый из магазина. А я видела, что заметила, что она смотрела на мой пакет, и пакет тоже это там это чек завела. И когда я взяла свои вещи и смотрела на чек, подошла к продавец, к кассиру, я говорю: смотрите, пожалуйста, это пакет, вы это считали, да? А я пакет с собой это принесла. У меня свой пакет с собой был. Она говорит: а, вы не оттуда взяли, а там магазин же, ну, на разные места же, местами, как висит же это пакет. Я сказала: нет, я не взяла, я пока, вот, смотрите, говорит, у меня пакет не новый, это, ну, использованный пакет я с собой принесла. Потом она меня вернула 8 это, рублей. Это справедливость, это что? Это, видите, справедливость, что она вернула мои деньги. И я требовала свои, права, что пакет это мой. И смотрела еще на чек, это тоже это разумно, да? На чек надо смотреть. Если я телефон с собой это взяла бы, на телефон смотрела бы, на это, я ничего не заметила бы, что она считала, и чека не смотрела бы, взяла пакет, положила, пришла бы домой. А потом дома, как это видела бы, ой, уже поздно, поезд ушел, правильно? Все вовремя на месте, это надо как это, ну, посмотреть, и как это считать, и все как это наладится. Вот, так было со мной. Потом пришла и дочку рассказала, что вот так, когда идешь в магазин, телефон не смотри, а то ты занятой с телефон, не видишь, что она считает, что она тебе как добавляет, или как это неправильно у тебя получается. Чек это тоже не смотришь, засунешь это в пакет, придешь домой, уже тебе как это деньги куда-то летел. А сейчас 1 рубль кто-то дает кому-то? Не дает, конечно. Как моя мама тоже это нас учила, что деньги не валяют это где-то, что мы пойдем и найдем и забираем. Или не падает с неба, что мы это собираем. Деньги, как это мы трудимся, как это с трудом, как это 1 рубль, как это получаем на руки. Вот так. Однако тоже такое было, когда транспорт тоже, кондуктор мне как на 50 рублей, как меньше, он это рассчитал. Я ему говорю: мне 50 рублей неправильно вы дали. А он, знаете, что мне сказал? А вы в школе математика это хорошо учили? Я говорю: да. Вот так, дорогие подписчики, в жизни всякие бывает. Поэтому, особенно в нашем времени, это телефон и полезно, и вредно. Полезно, что мы получаем полезнее этой информации, посмотрим, полезнее программа, да? То есть полезнее передачи, да? А вредно, что когда вот такие моменты, если телефон с нами, мы ничего не можем, не будем замечать. У нас ничего не получится замечать, что-то видеть, что-то. Или как это справедливость где-то требовать. Вот так, это я вам от своего опыта говорю. Когда я иду на прогулку, телефон в полет ставлю. Когда я иду в магазин, в полет ставлю. Когда я еще учила в медицинском колледже, тоже телефон всегда в полете ставила. Во время лекции я никогда телефон с собой, даже на столе я не кладывала телефон. В сумке всегда кладывала. Когда еще было на третьем, четвертом курсе, наш лектор, они как это, преподаватели дали какие-то задачи, решайте, найдите сами это из интернета, позволили, разрешили. Потом я взяла, ну, мы взяли студенты, я про себя говорю, я взяла и из интернета что-то, если не было информации, ну, искала там, использовала. А кроме этого, я даже во время учебы телефон всегда в полет и в сумке это поставила. А во время вот у нас тест, экзамен тоже, они телефон как это не разрешили. Даже во время аккредитации, когда мы сдавали, они это сказали, камера есть везде, а еще комиссия, они как это наблюдают, смотрят, если у кого телефон они видят на руке, они все телефон там вкладывают, а еще у кого-то второй телефон, третий телефон еще есть у студентов, да. Я видела, и они тоже мне рассказывали, что второй, третий телефон. Они, комиссия смотрят, с кого-то второй телефон или третий телефон, они выгоняли из этой. Аккредитация не сдано, это считается. Да, очень строго. Когда мы сдали аккредитацию, вот такое я заметила. Я так радовалась, я говорю: о, справедливость. Вот так. А при этом еще, знаете, что, как они шпаргалку это сделали, когда агитацию это сдали мне это.
Я на первом компьютере возле двери сидела, а рядом у меня еще другие студенты сидели. А я, как это, решаю свои вопросы аттестационные, да, они не могут как потише говорить. Они громко говорят, я слышу. Когда комиссия подальше идет, они друг другу это, как помогает. Вот такой это, на такой вопрос, вот такой ответ будет. На такой вопрос, ну, устно они отвечают. Ну, помогает, как это. Это тоже как между шпаргалка и не шпаргалка, правильно? Потому что в нашей религии запрещено это сделать шпаргалку. Да. Если кто-то шпаргалка делает, это вот это наша религия запрещает, это грех считается. Кто если делает шпаргалку, это не считается, это настоящий мусульмане. Это как это пророк Соломон сказал, что если кто делает шпаргалку, кто-то делает это, кто это обманывает кого-то, хитрит или как это обман, как это мошенничество, это запрещено и грех считается. Поэтому они как это устно помогали друг другу. Это как эта шпаргалка тоже. Как говорю, мини-шпаргалка, правильно? Ну, на бумагу они не могли, это как, а телефон тоже был запрещен. А моя, это одна тоже это рассказала, что знакомая, что она когда учила в университет, тоже ее парень как помог ей. Она сказала, если он не помог бы, я не могла бы сдать этот экзамен. Она рассказала, что у нее не было времени готовить шпаргалку, а он тоже. Он сказал, я тебе помогу, не переживай. Он ей помог. Она говорит, мне рассказала, что она 30% была готова на этот экзамен. Тест тоже. Вот так. Поэтому наша религия очень как это справедливая, религия это честная. Поэтому я где вижу, это замечаю свои права, как это буду как это идти за свои права. И справедливость тоже. А вот насчет этого, как это мошенничество, сейчас еще буду продолжать, еще другое видео я расскажу вам, что это, как это дальше идет, хорошо? Благодарю вас за внимание. Не забывайте ставить лайк, подписаться и поделиться, пожалуйста.